Легенды и мифы Хангаласского улуса. Республиканский фестиваль ледяных и снежных скульптур прошел в Актем-парке. Презентовали 12 произведений искусства изо льда и снега. Какие из них признаны лучшими, знает Виолетта Засимова. Вот уже несколько лет фестиваль носит больше молодежный характер, ведь подавляющее большинство участников – студенты и преподаватели Якутского художественного училища. 5-й год дружу в Якутском художественном училище, и они очень мне помогают провести эти соревнования среди молодежи. Умелые ручки у них. Я, оказывается, смотрю и удивляюсь, что молодые люди, и даже молодые девушки в этом году участвуют, много девушек, и они делают что-то необыкновенное, чудное. В этом году состязались 12 команд, по 2 человека в каждой. 6 команд, те, которые поопытнее, работали со льдом, другая половина со снегом. Но у всех была одна тема – легенды и мифы Хангаласского улуса. Прежде чем приступить к работе, участники тщательно изучили заданную тему. Подготовительная работа была очень трудная. Мы каждый день ходили в библиотеку и читали книжки. Нам надо было читать книжки о Лонко, Хангаласском Мохтара. Как упоминалось ранее, из года в год все больше девушек, женщин вовлекаются в непростой, но удивительный мир ледового искусства. В фестивале ледового комплекса «Актем-парк» принимала участие единственная в Якутии женская команда мастеров по созданию ледяных фигур. Александра Неустроева и Людмила Федорова имеют совместный стаж 4 года. За это время они объездили ряд республиканских, российских и международных конкурсов ледового искусства. В основном, конечно, это мужское дело, да, считается, потому что это лед надо поднимать и так далее. Вот. Ну и женщинам, и молодым девушкам нормально, я считаю. Итоги фестиваля ледовых и снежных скульптур в ледовом комплексе «Актем-парк» были подведены на второй день проведения мероприятия. Среди ледовых скульптур лучшей была признана фигура «Богатырь Бестях-Бачах» мастеров Василия Васильева и Валерия Стручкова. Им вручили денежный сертификат номиналом в 50 тысяч рублей. Среди снежных фигур лучшей была признана работа «Дочь Тыгына» Николая Григорьева и Аяла Никитина. Они получили сертификат на 30 тысяч рублей. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.